Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая сложилась в Гагаузии перед выборами, как прошли сами выборы в автономном территориальном образовании Гагаузии, и что мы наблюдаем сейчас, после референдума и после президентских выборов. Поговорить об этом я предлагаю, или я поговорю об этом с нашим частным гостем Сергеем Черневым, депутатом нескольких созывов Народного собрания. Чернев, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Практически единственный человек из Гагаузии, который ходит к нам в студию. Знаете как, я думаю, что это как бы пока издержки производства. Знаете как, почему? Потому что правду люди не хотят слышать, вот так, или не хотят, чтобы люди слышали правду, вот эти, которые как бы сейчас, которые у власти. Почему? Потому что ГРТ практически, если взять, это захваченное телевидение, которое вещает на всю вот эту как бы Гагаузию. Вот в чем проблема нашей Гагаузии. Вот говорю, основная проблема нашей Гагаузии. И вы считаете, что ГРТ имеет такое большое влияние? Ну, ГРТ смотрят в основном вот это старшее население. Они смотрят ГРТ. И у них еще они живут тем типом, что если по телевизору сказали, то значит это правда. Все. Давайте, возвращаясь к нашей теме, господин Чернев. Выборы. Значит, выборы президента и референдума. Как вы их оцениваете? Если говорить по Гагаузии, можете высказаться и по стране, если... Ну, знаете как, для меня эти выборы были ожидаемые. Вот так как бы результат был ожидаемый. То, что я говорил по Гагаузии... Вот... Вы, кстати, предрекали, по-моему, у нас этот процент, но не с первого тура, он со второго тура так и произошел. Ну, со второго тура, почему она получилась со второго тура? Очень был большой подкуп населения, очень большой. И я скажу вам то, что сделал Шор. Шор создал такую сеть, которая безупречно работала. Подождите, давайте так. Вы согласны с тем, что 300 тысяч голосов были куплены? Потому что очень многие сомневаются в этом. Сколько? 300 тысяч. 120, 130, 300 тысяч. Не менее. Не менее. Не менее. Не менее. Я в этом уверен. И по Гагаузии у нас было, вот я вам говорю, не менее 40 тысяч купленных голосов. Не менее 40 тысяч. А я думаю, что больше выйдет и 50, и 60. Хорошо, а если бы не было, если бы людям не платили? Окей, да, с одной стороны была массированная пропаганда. ГРТ здесь, российское телевидение оттуда, шоровское телевидение через интернет. Плюс еще решили людям почему-то еще и заплатить. Да? Вот если бы не заплатили, результаты были бы другие? Да. Да, тут получается, вот знаете, как вот давайте мы возьмем, сначала пойдем потихонечку. То, что мы били тревогу, мы начали бить тревогу в начале еще. Мы говорили, что вот это население подкупается. Идет подготовка какой-то, опробовали на нашей территории, опробовали свои как бы методику, и она пойдет дальше по стране. То, что получилось в Гагаузии, я тогда говорил, что Гагаузия, вот я сказал, во втором туре выйдет где-то 1070 населения, и из них 68 проголосуют за господина Стояноглу или за любого кандидата, который выйдет во второй тур. За любого кандидата. Пророссийского. Да, пророссийского. Почему? Потому что Гагаузию уже напичкали идеологией. И с Гагаузией будет очень трудно справиться в дальнейшем. И то, что я говорил, что референдум не пройдет, и 98% будет против референдума, это тоже сбылось с точностью от начала до конца. Причина в чем я вижу насчет референдума? У нас были разворованные европейские гранты при правлении госпожи Влах. Вот так. Мы делали шоколад, делали трактора, собирали, выращивали раков, делали какие-то там упаковочные цеха. И эти упаковочные цеха, вот именно про упаковочные говорят, тащили с этого образа, с Казакли, тащили в Кангаз, показывали там с Кангаза. Кирсова. Хорошо, Алексей, ну кто-то может возразить, сказать, ну не только же эти деньги европейские вложения в Гагаузию, потому что было же много. Вы помните, при Формузале были эти 7 миллионов, которые ушли на 5 населенных пунктов. Сейчас строится объездная Вулканешта, тоже европейские деньги. Объездная Камрад, тоже европейские деньги. Вы считаете, что это никакого влияния не имеет? Послушайте, не было популяризации, или как правильно сказать, вот этих денег. Вот должны люди знать, что вот эти деньги пришли отсюда. Не Ирина Влах их дала. Не дал господин Дадон или кто-то вот так образно, а вот сегодня пришли с Европы, поменяли окна в садике, в школе поменяли, сделали... И вот, даже дорога, даже дорогу, которую вот пришли и сделали, ее европейцы сделали, надо называть вещи своими. Хорошо, вы считаете, что даже вот эта дорога, которая вокруг Камрата, тоже ассоциируется со Влах? Конечно, Влах же сколько раз инспектировала эту дорогу, пока ее турки оттуда не прогнали. И даже вот посмотрите, вот эта книга «Моя профессия политик», кто написано, кто дороги делал?
сделано при ней. Не говорят, кто сделал, за какие деньги, а при Ирине Влах. Это как томограф сейчас поставим. Да, и вот это вот, вот эти 5%, вот то, что мы говорим про ее, как бы вот этот рейтинг по стране, они сработали именно вот эти, вот то, что смотрели книжку. Люди-то не знают, люди не отсюда, они не понимают, что Ира сделала, что она украла образно, а что поставила сюда. И причем она пошла на север, где как бы более восприимчивы к ней. На север почему пошли? Вот если посмотрим, вот знаете... Мы говорим про Ирину Влах, которая сейчас работает активно на севере, да. Да. Почему она пошла? Север самое дальше, и им труднее увидеть, что здесь творится. Понятно. Она идет со своей книжкой, показывает. Плюс она начала свою предвыборную гонку заведомо до этого. Почему? Она начала за полгода, за год начала предвыборную. Дюзова, вот это за государственные деньги, сделала себе книжку, таскала вот эти ансамбли и показывала как бы Гагаузию с той стороны, которую она хотела, чтобы видели другие. То есть вы хотите сказать, что это ее реальный результат на севере? На севере это ее реальный результат, но больше она этого результата она не получит. Ей уже надо... Почему? Почему? Потому что уже нету Дюзовы. Уже было вот у нас в бытности господин Усатый набирал 13% и потом не прошел парламент. Госпожа Влах уже должна задуматься писать книгу «Закат профессии политика» или как-то вот так вот. По-другому уже все. Это был самый большой результат ее. И Гагаузия показала ей ее место, ее результат. Вот будучи 2 года Башкана, 2 срока Башканом, она вышла с этого и была 3-й по Гагаузии. Это... Ну хорошо, просто было, есть такое мнение, что Шор просто, мы с вами говорили, сетка Шор работает очень эффективно, и она такая очень, как сказать, она как лего перестраивается. Допустим, части сетки говорили за этого голосовать, за другого, за третьего, они могут вот так вот разные команды. Вот в Гагаузии это ее реальный результат, или она могла получить больше? Послушайте, или меньше даже? Мое мнение, она должна была получить меньше. Что получилось в последний момент? Шор, зная, что снимут его кандидата, начал перенаправлять на разных кандидатов голоса. СМС-ки шли к одному, шли к другому. Вот так он... Зная, в смысле, он думал, что снимет его. Да. В субботу он думал, что снимут его кандидата, и он начал запудривать мозги правоохранительным органам. Почему? Потому что у Шора тоже служба безопасности. Там есть бывшие работники с охраны президента, бывшие сотрудники СИБа, сотрудники МВД, немало генеральских должностей, которые работали. И они начали вводить правоохранительные органы в заблуждение. У меня одной семье, вот у меня есть семья в Вулканеште, 5 человек, одной семье пришло 3 сообщения голосовать за Стояноглу, 2 другим пришли голосовать за Фортуну. В одной семье? Да, в одной семье. И Вулканешский район Фортуна порвала, хотя у нас там господин Узун, самая крепкая, как бы они считают, ячейка как бы социалистов, но они порвали по Вулканешскому району, Стояноглу порвали. Почему? Потому что Шор отдал голоса Фортуне. А Ирина Влах воспользовалась тем вот этой неразберика и за нее проголосовала. Сегодня там 10 тысяч или сколько человек. Хотя ее рейтинг сегодня по Гагаузии 3-5 тысяч. Нету админ-ресурса, она не может вот эти продлить выборы после 9 часов, как она делала. Вот и это реальный рейтинг. И для нее это был шок. Фортуну, который никто не знал, вот у нас в Туле проголосовали более 900 человек. И когда они мне говорят, я говорю, слышь, а что случилось? Это было свободное волеизлияние наше. Я говорю, в Туле есть свободное волеизлияние. Во-первых, говорю, откуда вы такие слова научились? Это, во-первых. И во-вторых, вы... Это кто вам сказал? Ну, там жители. Свободное волеизъявление, да? Да, свободное волеизъявление, говорят, вот я говорю, Туле, и вы это как-то, говорю, мне в голову не лезет, это во-первых, а во-вторых, я скажу, вот вы эту Фортуну никогда не видели, и вы за нее проголосовали, там практически 8... Она там, по-моему, ни разу не была, да? Она ни разу там не была. Все, и не было ни одной фотографии. И они проголосовали. И вот это доказательство, что был беспрецедентный подкуп. Беспрецедентный подкуп. И если в дальнейшем парламент... И не только беспрецедентный подкуп, еще и беспрецедентный контроль, как люди проголосуют. Я вот такой сетки, которая сделал Шор, я не видел нигде. У него должны учиться политологи. Вот то, что он сделал. И он то, что сегодня показал, Гагаузия больше без денег голосовать не будет. И если вот в дальнейшем любые выборы в Гагаузии в течение 2, 3, 5 лет будет выигрывать Шор. И наши люди, знаете как, они уже без денег голосовать не будут. Вот Гагаузия без денег... настолько все запущено. Да, настолько все запущено. И это здесь вот вина центральных властей, которые не реагировали на это. Согласен. Хорошо, давайте попробуем проанализировать, что вот в такой ситуации может случиться на выборах в Народное собрание, которое не за горами. Народное собрание, знаете как, вот я сейчас смотрю то, что творится в Народном собрании. Народное собрание Шор давит, чтобы сделали какие-то заявления. Ну, Константинов старенький, он боится.
А какие заявления? Ну, заявления даже вплоть до того о выходе из состава страны. Вот так. Но они боятся этого. Почему? Потому что принятый закон о сепаратизме, возможно, будет работать. Следующее народное собрание при таком раскладе 35 мандатов выиграет ШОР. 35 во всех округах. На кого поставят ШОР, те и выиграет. Просто они сейчас, если первый раз его кандидатов сняли, вот так, вот на примарских выборах, да. Сейчас он уже показал, что он может отрегулировать голоса Стояноглу, может отрегулировать голоса образно Фортуне. То, что осталось Ирине. Вот так. Сейчас он сделает, именно возьмет 35 депутатов, создаст президиум свой, поставит председателя Народного собрания, и оттуда вот тогда начнется проблема у всей страны. Почему? Потому что Гагаузия начнет делать заявления, очень как бы... Начнет раскачивать. Да, раскачивать ситуацию, раскачивать страну. Чтобы этого не произошло, что нужно сделать, с вашей точки зрения? С Гагаузией, что делать с Гагаузией? Гагаузии надо ставить внешнее управление, назначать временно исполняющего Башкана, назначать парламентом республики, правительством республики, принимать постановления в связи с тем, что Гагаузия может взорвать ситуацию в стране. Вот именно с этим ввести чрезвычайное положение, и пока не искоренят здесь шоровскую вот эту сетку, идеологию, здесь ничего не поменяется. Хорошо, ну давайте, смотрите, вы предлагаете, я не то чтобы против, я просто рассуждаю. Как бы я не то чтобы против, не то чтобы за, я просто рассуждаю возможные развития событий. И что говорят в Кишиневе? Вы видите, в Кишиневе все такие головы призывают, давайте диалог. Тарнавский говорит про диалог. Там некоторые политологи в Кишиневе говорят за диалог. Вы про диалог вообще не заикаетесь. Вы говорите, никакой диалог, нужно все... Послушайте, с кем вести диалог? С Мишей Влах, который кричит, надо убивать, или с Илюшей Узуном? С кем вести диалог? Объясните мне. Люди попали под санкции. С кем вести диалог? Сегодня Гагаузию купили. Гагаузию сегодня захватили. Гагаузии ШОР создал свой офис, где раскинул щупальца по всей стране. Тут не с кем говорить. Поверьте мне правильно. Если надеялись на примарский корпус продался. Продался, сразу пошел Стояноглу, пошел Шоров. И Стояноглу, как прокурор, бывший прокурор, он прекрасно понимал, что его поддерживает ШОР. Но он из этого это его не смущало, понимаете? Он понимал, что идет подкуп, он понимал, что его поддерживает ШОР. Но это подкуп. И все примары, которые вот здесь бегали, ходили, пытались выразить свою лояльность к президенту, быстренько воткнули ей нож в спину и начали выступать. Мы поддерживаем вот этого кандидата. Хотя прекрасно знали, что они не поддерживают этого кандидата. Они поддерживают ШОРа и их кураторов. Хорошо, даже примары городов? Примары городов в первую очередь. А все думали, что они не ШОРом? Что вы говорите? То есть вы не считаете, что они не ШОРом? Все под ШОРом, все. И сегодня, когда вот говорят, что они сегодня не под ШОРом, я говорю, сегодня все они под ШОРом. Все под ШОРом. Они сегодня все легли под него. И все сегодня хотят заработать. Им сегодня, знаете, как получается, кто-то зарабатывает с вот этих проектов, которые дают. А кто-то просто чисто берет наличку. Вот и все. От ШОРа? Да. Так получается, что все прогнило. Это упущение центральных властей. То, что не работали с Гагаузией на протяжении вот этих лет. И вот эту сетку, которую внедрил ШОР, первый раз ее использовал Дадон на депутатских выборах, на выборах в Народное собрание. Когда мы первый раз начали с вами вели программу, помните, когда на моем участке был бывший министр МВД, начальник бывшей погранслужбы, собрались все вот это варье, которое возможно было брать, таможенники, и все работали на кандидата. Задача была поставлена, чтобы я не прошел в Народное собрание, им это удалось. Вот там социалист, по-моему, прошел. Да, социалист прошел, но тогда получилось, что на моем участке они тогда потратили 2,5 миллиона лей. Не маленькие деньги. Для одного участка там 5000 избирателей в списках, по-моему. 5000 избирателей. У нас выходит голосовать где-то 1600-1800. На 1600 избирателей потратили. Да, вот, пожалуйста. Ну, это получается, они выиграли образно 1000, вот на вот эти 1000 избирателей они потратили. Хорошо. Вы говорите, нужно внешнее управление и так далее и тому подобное. Не взорвет ли эта ситуацию в Гагаузии? Куда ее и дальше взорвать? Ну, вот как бы куда ее дальше? Протесты, Нет, Михаил. Куда дальше взрывать? Президент приезжает в Гагаузию и ездит окольными путями в своей стране. Куда ее еще больше взорвать? Ей мешают здесь и проезжать. И этому открытую говорят, вот выступает там заместитель Башкана, что мы ей не дадим дорогу. Кто вы такие, ребята? Сегодня это президент страны, который выбрал народ.
Хотите вы или нет. И когда сегодня говорят, что она президент диаспоры, извините, Гагаузия дала 62 или 64 тысячи голосов. 62. Из них... За Стояногу. Да, за Стояногу, которые куплены. О чем говорит? И эти выборы, мое мнение, вообще надо было отменять. Вообще надо было отменять, сначала навести порядок в стране и потом делать выборы. То есть вы считаете, что люди в Гагаузии не выйдут поддерживать Константинова, Илюшу Узуна? Выйдут Вихолова? только за деньги. Вот я говорю, наш народ научился... За деньги, по-моему, тоже особо не выходят, нет? Ну, послушайте, они уже понимают то, что начали работать, надо отдать должное силовикам, которые отработали очень хорошо. И не было бы вот этот последний момент, не начались бы вот эти обыски у них... В последнюю неделю. Да, последнюю неделю у активистов. Перед выборами. Забирать деньги. Вот это вот результат очень сработал. Вы хотите сказать, что это сдержало явку? Да. Если бы не было вот... Потому что о чем речь идет, просто разъяснить. Да, вы имеете в виду вот эта компания, которую начала полиция рассылать сообщения, что продажа голосов... Компания начала рассылать сообщения. Начали участковые ходить по спискам, которые получали деньги вот эти с банка. Да. Промсвязьбанк, да? Да, Промсвязьбанк. Начали получать деньги. Почему? Надо отдать должное, я говорю, сотрудникам, силовикам, которые вот эту всю сеть раскрыли. И сегодня у них на руках есть полностью, ну, я не думаю, что 100%, но процентов 30-40 у них есть полностью на руках люди, которые получали деньги. И получается, дело доходило до абсурда. Люди, которые работали в бюджетных организациях, они получали еще одну зарплату оттуда. У нас больницы, поликлиники, учителя, садики, школы, все получают еще одну зарплату. Это о чем-то говорит. Вы имеете в виду эти $100, то, что не Да. И получают такие люди, даже я смотрю, он работает в госструктурах, зарплата где-то 15-18 тысяч лей, но он позарился на вот эти 2000 лей. Вот и все. Возвращаясь к вопросу, то есть, если бы не было вот этой кампании, полиции, скажем так, о том, что продажа голосов влечет за собой ответственность и так далее и тому подобное, то явка была бы больше 70 тысяч? В Гагаузии? Да. 100%. 100%. Потому что явка была ниже, чем на втором туре 4 года назад. На 2000. В прошлом 4 года назад было 68, сейчас 66. Сейчас вытащили бы 70-72 тысячи. Такая была поставлена задача, и они бы вытащили. 68-70 тысяч была бы за Стояногу. То есть люди испугались, да? Да, люди испугались. Люди уже начали не выходить. И почему людей запутали в первом туре? Одна семья, ты голосуешь за Стояногу, я за Фортуну. Они не могут понять. Может, говорит, смс-ки начинают проверяться, может, неправильно. Начинают звонить своим этим кураторам, кто эти магалисты, которые стоят, и мне пришла такая, а Петя такая. Хорошо. И там говорят, грубо в форме говорят, за кого пришла, за того голосуешь. Все, ты за того, ты этот за того. Обрисуйте, пожалуйста, вот, чтобы мы понимали масштаб. Вот мы берем город Вулканеште. Ну, там сколько избирателей в списках? Примерно 10 тысяч. Ну, конечно, где-то выходит 5-6 тысяч. 5-6 тысяч. Да. Вот эти 5-6 тысяч. Все бы получали эти $100 через Промсвязьбанк или нет? Большинство. Большинство. Да, 1004 точно. 1004 точно. Да, из 5-6 тысяч избирателей 1004 То получали. есть правильно ли я понимаю, что, опять же, возвращаясь к выборам в Народное собрание, вот в следующем году должны пройти выборы в Народное собрание. Они могут пройти в следующем году или в начале 26-го, мы не знаем. Им в Вулканеште, грубо говоря, 3 избирательных округа. То есть правильно ли я понимаю, что у них уже есть необходимое количество избирателей, это большинство из тех, которым они просто ждут команды? Они просто скажут, голосуйте за этого. Ну, сейчас Шор, я думаю, пойдет хитрее, он пойдет 3-4 поставить здесь своих этих... Чтобы не смогли всех снять? Да, чтобы не смогли всех снять. Одного так все равно они выиграют. Все. И у них даже И он сможет найти и 3, и 4, и 5 кандидатов для своих, да? За деньги он нашел полную, конечно, если у нас, говорю, бюджетники все стоят у него на зарплате, о чем говорить бы? О чем говорить? Сегодня в любые выборы в Гагаузии это проигрыш для центральных властей. Любые. Примарские они выиграют, парламентские выиграют, и выиграют и эти как бы депутатские. И башканские тоже. И башканские даже в одни ворота. В одни ворота. С первого тура могут. С первого тура. Все, больше даже пускай никто не думает о чем-то другом. А социалисты что, они с ними? Ну, социалисты сейчас, они не с ними. Социалистам сейчас подфартило. Почему? Потому что у Шора начались проблемы как бы с его кандидатами. Он, понимая, что их снимут, он разделил, что кинул на социалистов. Плюс, я думаю, что ему как бы кураторы, что у социалистов, что у Шора одни и те же. Ему сказали, парень, вон туда кидай голоса и все. Я думаю, что это получилось. Вернее, все это Потому так. что в последнее время они что-то не ссорятся, смотрю. Ну, они не ссорились давно. У них вот эта ссора, это специально для людей, чтобы люди не говорили, что как бы они поддерживают друг друга.
Значит, и для того, чтобы резюмировать, парламентские выборы скоро. Что нужно сделать, опять же, как вы это видите? Парламентские выборы, вот если... Вот до них в Гагаузии нужно наводить порядок, как вы говорите? Или нет? Сейчас объясняю. Парламентские выборы, у нас, как обычно, выходит 1,5 миллиона. Да. Если сегодня действующие власти готовы подарить 4 мандата, я говорю сразу, левому толку, вперед. В Гагаузии? Да, в Гагаузии. Гагаузия вытащит на парламентские 60-65 тысяч. 60-65, возможно, 70 вытащит. Вот так вот. Она сделает 4 мандата стартовых для любой команды, которая пойдет. ШОР пойдет, социалисты пойдут. Они Неважно, уже, да? Да, они уже пойдут работать сообща. И эти голоса в Гагаузии будут в одну партию или в разные? Могут уйти. Как будет команда? Как будет команда? Это уже нам насчет этого как бы сейчас гадать заранее трудно. Но как пойдет команда? Плюс у нас возможно, просто оказалось, что Стояноглу не боец. Возможно, были досрочные парламентские выборы. Понимаете, Стояноглу сразу испугался и убежал. Вы думаете, он испугался? Конечно. Конечно, он как прокурор, он понимает, как работала прокуратура, и он понимает, что вся вот эта махина будет работать против него. И он на протяжении вот этого всего предвыборного периода он не мог определиться, то он за левый фланг, то он за проевропейский фланг, и куда... Он вилял, да? Да, он вилял вот так. И люди сейчас, которые, даже социалисты, которые его поддержали, они разочарованы в нем. Хотя я им тогда сказал, он не боец, не на того вы ставку делаете, понимаете? Там должен быть харизматичный, который поведет за собой людей. И как только вот закончились выборы, если бы Стояногlu вытащил бы людей на площадь, вот так начал бы, неизвестно, чем бы закончились эти выборы. Признал бы и Конституционный суд или не признал бы. Вот так. Ну, к счастью, Стояноглу оказался трусом. А что, без денег Шора пошли бы на площадь? Как? Без денег Шора люди вышли бы на... Ну нет, при финансировании пошли бы. Финансирование, Михаил, ну давайте называть вещи своими именами. С мая месяца идет финансирование. С мая месяца. И это финансирование зря нету. Вот их сегодня будут толкать на какую-то конфронтацию, ну, с вот этими дедушками, бабушками. Ну, на площадь, ну, даже если выйдешь, они уже тоже испугались. Им как полиция пришла и говорит, 37 500 платить. Они говорят, Мамбей, что я заработал? Я заработал образно 12 тысяч, а сейчас надо 37 платить. Вот и все. Вот это остановило, вот это испугался. И вот эту штангу Шор ударился, о которой я говорил заранее. Шор просто офигеет, когда придется делать вот эти какие-то действия противозаконные. Он просто увидит... Он увидит, что здесь никто не готов. Он увидит, как наши люди засовывают головы, как страус, в песок. И Гагаузию тоже народное собрание, вы не видите попытки там доскачать. Они будут ждать следующих выборов для того, чтобы захватить полностью народное собрание. Им нужно, понимаете, они сейчас, Шор понял то, что сегодня Гагаузию людей очень трудно будет вытащить. Люди испугались, люди боятся как бы вот этого, то, что вот этого выхода. Значит, ему надо, башкан у него есть, брать народное собрание и делать заявление через народное собрание. Вот то, что делал Константинов до сих пор. Ну, к счастью, Константинов тоже трус. Он боится делать... Уже не будет? Да, делать. И остается у нас гагаузский Хамас Узун, этот Миша Влах, общественный деятель, которого тоже сейчас, не знаю, какую беседу провели с ним, но Михаил очень вышел оттуда напуганный. Вежливый, да? Да, вежливый стал, и он начал... Вы думаете, провели беседу? Я думаю, что ему объяснили, чем это может закончиться. Но это должно закончиться. Не просто вот таким вот этим. Если человеку не нравится наша страна, сегодня они стоят под санкциями, лишаешь гражданства и выдворяешь его со страны. Вот и все. Закон сегодня должен работать жестко. И если закон не будет работать жестко, парламентские выборы проиграют. Мое видение такое. И Гагаузию будет опять удерживать для дестабилизации вот этой ситуации внутри страны. И сегодня Гагаузия, единственный выход Гагаузии, пока Гагаузию не втянули в какую-то авантюру, это и для Гагаузии хорошо, и для людей хорошо, чтобы сюда поставить другое руководство, которое будет работать вместе со страной, совокупность со страной. Почему? Потому что не надо воевать с Кишиневым. Как говорится, и хлеб, и нож у них в руках. Как порежут, так она и будет. Это во-первых. И во-вторых, прежде чем засовывать своих людей в какую-то авантюру, конфронтацию, надо подумать и о последствиях. Господин Чернев, я благодарю вас, что вы нашли время приехать к нам в студию и прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо.